жить и творить, как великий Коркин. В этом году традиционная выставка «Жить как Коркин, творить как Коркин» состоялась уже 8-й раз. Ее автор и организатор Татьяна Афанасьевна Гоголева бережно сохраняет память о великом тренере и учителе Дмитрии Петровиче Коркине, передавая молодому поколению опыт его высочайшего тренерского мастерства и душевной щедрости. На выставке регулярно проводятся лекции и мастер-классы, посвященные выдающимся деятелям спорта, внесшим значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Якутии и всей России. Сегодня мы представляем вашему вниманию рассказ известного спортивного журналиста Владислава Коротова о своем коллеге и земляке Вячеславе Степанове, талантливом журналисте, блестящем комментаторе и популяризаторе отечественного спорта. Москвы, построенные как раз к Олимпиаде 80, были отданы в распоряжение лучших юных спортсменов планеты. Турнир по баскетболу. Встречаются команды Южноафриканской Республики и Республики Беларусь. Последние секунды матча. Интересная содержательная борьба. И вот финальный свисток. Спортсмены Республики Беларусь очень рады, что успешно миновали вот этот ответственный этап предварительных соревнований. Сейчас мы сидим в универсальном спортивном комплексе ЦСКА, где проходят соревнования по баскетболу. Рядом со мной Костя Мусин. Костя, вот как ты оказался в делегации нашей республики? Ведь туда, в общем-то, отбирали ребят, которые проявили себя. Я оказался в делегации из-за того, что наш ДЮСШ выиграла республику соревнования. И нас выделили 8 путевок и пригласили сюда. Но мы очень рады этому. У кого ты занимаешься, Костя? Вознер Константин Юрьевич. Так, скажи, пожалуйста, вот вчера было открытие игр, ты побывал на нескольких соревнованиях. Каковы впечатления? Впечатления самые хорошие. Там организаторы соревнований очень постарались, сделали очень красивое открытие. И зал отремонтировали, сделали все новое, покрытие, все. Ну и все очень хорошо, понравилось. Вот, Костя, ты наблюдаешь за игрой команд из самых стран планеты. Вот как ты считаешь, вот ты или твои товарищи по сборной города Якутска могли бы играть в таких командах? Или вам пока надо, скажем, только учиться у них? Нам надо и поучиться, но некоторые команды мы могли бы тоже составить конкуренцию. Я вот хотел рассказать о своем коллеге, о выдающемся якутском спортивном журналисте, комментаторе Вячеславе Гавриловиче Степанове. Он родом из Сунтарского улуса. Я тоже учился в одно время с ним в одной школе. Вячеслав Гаврилович родился 7 марта 1947 года. Через 2 года ему исполнилось бы 80 лет. Но, к сожалению, он прожил очень мало. И в 51 год ушел из жизни в 1998 году. Учились в одной школе. Вот Александр Николаевич Иванов, вот подошел мой одноклассник тоже, полковник милиции в отставке Владимир Николаевич Попов. Мы учились в одной школе, только Вячеслав был на 4 года старше. То есть, когда мы оканчивали 7 класс, они окончили школу, тогда в 1 год окончили сразу 10 и 11 классы, была такая реформа образования, и сразу 2 выпуска было. Вячеслав был очень талантливым человеком. Он очень хорошо играл на музыкальных инструментах, самостоятельно освоил в то время, вообще в деревне такого не знали, он освоил кларнет, очень сложный такой духовой инструмент, играл на нем. И в 1965 году он с друзьями создал джаз-ансамбль. Играли они иностранную музыку, тогда только в моду входила рок-музыка,
И Вячеслав со своими одноклассниками исполняли вот американские песни, песни Битлз тогда в то время начинали входить в моду. И пели на английском, они сами добывали записи. Тогда музыка для простых людей доходила в виде грамм-пластинок. Записывали одно время музыку на рентгеновских пленках. Называлась «Музыка на костях». И вот Вячеслав со своими одноклассниками создал джаз-ансамбль, назвали его ансамбль «Выпускник», а они везде очень выступали. Мы всегда показывали там сказки, какие-то номера, а они уже выступали с такой серьезной музыкой. Потом Вячеслав учился в Москве, он поступил в Московский государственный университет с третьей попытки, учился там и женился. Тогда он создал семью со своей одноклассницей Нютой Платоновой и вернулся в Якутию и стал работать в газете. Больше всего о спорте писала газета «Молодежь Якутии», куда Вячеслав поступил. И он писал очень хорошие статьи. Его супруга Анна Николаевна, она, кстати, вот первая в Якутии женщина, которая дослужилась до звания полковника милиции. Очень серьезный человек. А сам Вячеслав в юности, еще в школе, он с друзьями организовывал спортивные соревнования и по ходу их комментировал, сам просто. Тогда еще телевидения не было, о спорте люди узнавали из газет или по радио какие-то спортивные передачи были, а на якутском языке тогда вообще спортивного освещения спорта практически не было, только в газетах. Постепенно его стали узнавать, он писал на двух языках, на обоих языках, на русском и якутском. Его стали приглашать комментировать спортивные соревнования по самым разным видам. Он одинаково хорошо знал все олимпийские виды спорта, национальные виды спорта. То, что у нас проходили, по каким видам проходили соревнования, он везде был комментатором. В 70-х годах его пригласили на якутское телевидение, которое тогда только становилось, и Вячеслав стал вести спортивные передачи. «Спорт» была тогда очень популярная передача. Комментировал соревнования, приглашал в студию. Что такое спортивная жизнь? Это сверхнагрузки, это очень, значит, точно нужно распределять время, все время быть начеку. И вы, и Мария познали, в общем, что такое большой спорт. И желаете ли вы, чтобы ваш сын пошел по вашим следам? Не обязательно, пусть он будет борцом, представителем другого вида спорта, но чтобы он тоже вот прошел такое трудное спортивное испытание. Вы будете его приобщать к спорту? Наверное, всем мужчинам известно, что сын похож на отца. Вячеслав Степанов был разноплановым. То есть он писал практически обо всех видах спорта, знал очень великолепно эти виды, что его приглашали из Якутска в город Орджоникидзе, да, он там вел, комментировал чемпионат Советского Союза, вот из Якутии, из небольшого города, вот, его признавали одним из лучших таких спортивных комментаторов того времени. Вячеслав Степанов в своей жизни выпустил всего 4 книги, но зато он очень много работал на соревнованиях, которые проходили в Якутске, в районах или даже за пределами Якутии. Он готовил для этих соревнований программы, и его взяли собственным корреспондентом центрального телевидения. То есть он отсюда, из Якутска, отправлял спортивные материалы о спорте на центральное телевидение. Тогда это было очень престижно, почетно. Вот так вот начались финальные поединки. Вы видите награды турнира, которым были удостоены чемпионы и призеры соревнований.
Ну, первая награда была разыграна в весовой категории до 48 килограммов. Встретились Александр Старикаловский из Украины, но это воспитанник Якутской школы борьбы, и Андрей Христофоров из Усть-Алданского района. Кстати, надо сказать, что Старикаловский тренируется у заслуженного тренера СССР Георгия Анатольевича Буракова, который воспитал олимпийского чемпиона Павла Пенигина. Показал добротную борьбу и через 2 минуты 30 секунд сумел одержать чистую победу. Вячеслава Степанова признавали. Он сделал более 500 материалов о Якутии на всесоюзном телевидении. Его супруга Анна Николаевна в этом году мне передала его материалы, то есть газетные статьи, рукописи, фотографии. Я через 2 года, когда ему исполнится 80 лет, я хочу выпустить книгу. В 2012 году я с семьей Вячеслава Гавриловича собрал и издал вот эту книгу. Вячеслав Степанов продолжает жить в наших сердцах. Действительно, вот и до сих пор старшее поколение, все его знают, помнят, до сих пор знают его по голосу. В 1964 году у нас в Сунтарском районе закрыли спортивную школу. На всю страну выходила одна спортивная газета «Советский спорт». И в эту газету из Сунтарского района написал человек, подписался Владимир Семенов. Но я все-таки думаю, что это, наверное, был Вячеслав Степанов, потому что его старший брат Анатолий Гаврилович Степанов был тренером по боксу, работал тренером. Сам был хорошим боксером Анатолий. А спортшколу закрыли, мотивируя тем, вот как он пишет. Особенно мы переживаем из-за любимого вида спорта многих парней, бокса. Когда-то он был в нашем Сунтаре почете. Местные боксеры входили в призовые тройки на первенствах Якутской АССР, а вот в нынешнем году команду не послали. От редакции сделали приписку. Этот вопрос мы хотели бы адресовать председателю Совета спортсоюза Якутии Михаилу Пантелеймоновичу Косневу. И потом, через какое-то время, вышел отклик на эту статью, факты подтвердились, меры приняты. И в Сунтаре не действовала ни одна спортивная секция. Чтобы выправить положение, в Сунтаре восстановлен районный совет общества «Урожай», направлены тренеры и так далее. Комиссия туда прибыла, и в итоге в 1965 году эту спортивную школу снова восстановили. Тренером по борьбе стал работать Анатолий Габышев, у которого вот начинал Александр Иванов. Я занимаюсь подготовкой материалов энциклопедии якутского спорта. Вот у меня есть собственный сайт Владислав Коротов, да, Сахакоротов.ру. И я собрал материалы о более чем 1850 спортсменах, тренерах, учителях физкультуры Якутии. И вот, девочки, давайте стремитесь к тому, чтобы попасть в эту энциклопедию. Александра Андреевна, данные, пожалуйста, на своих девочек дайте, кто в каких соревнованиях участвовал, какие места занимали и так далее. Да? Вот, например, вот такая фотография и биография о каждом спортсмене. Я во время отпуска вот как раз занимаюсь пополнением своей энциклопедии. Очень много материалов у меня собрано, архивные материалы обо всех спортсменах. Все спортсмены, они способны, приспособлены уже, готовые люди жить по-настоящему. В 1979 году проводились спартакиады народов СССР в Москве. И я там участвовал тоже. Просто я момент вспомнил. Когда открытие было спартакиады, этого соревнования, до этого микрофона говорил другой диктор.
другой диктор. Ну и там акустика или то ли-то там. Но потом резко чистый голос. Как будто без микрофона, без этого говорит по-русски. Чисто по-русски. Оказывается, это Вячеслав Гавриловича они пригласили из Якутска, прилетел, ну, чуть с опозданием, прилетел, и ему дали микрофон на открытие. Все зрители, все участники аж рот открыли. До того у него чистый голос, и, ну, как к микрофону, вот, как говорят, вот я не знаю, вот, вообще очень хорошо слышно, как Левитан говорил. Левитан слышали, да, вот во время войны говорил это Левитан. Так четко и красиво и чисто по-русски. Все удивились. Это откуда говорят? Вот спортсмены, вот участники, все вот удивились. До того внимание привлекло, но бывает же там во время соревнований очень это шумно, там беспорядки, ходим туда-сюда, а тут все затихло. Вот до того он очень одаренный человек был. Он не только вот Петрович сейчас только что говорил, что он и музыкой занимался, и хороший спортсмен, и лыжник. В то время, я хотел вот отметить, да, в то время, в наше время, да, вот когда мы молодые, вот, юные были, дети все занимались, много работали в сельском хозяйстве и по дому, по двору. Это говорит о том, что то поколение было, ну, все здоровые, и девочки, и мальчики, все здоровые были. Вячеслав Петрович только что говорил, сколько видов спорта сейчас? 100 с лишним видов спорта. А в наше время борьба да бокс, волейбол, баскетбол, ну там еще легкая атлетика, ну 10-15 видов было. Поэтому те дети, девочки, мальчики, да, все одаренные, просто на глазах видно было. По физкультуре кто, по какому виду уклон хороший. Вот. Поэтому тренерам было легче. А вот неплохо, конечно, столько видов спорта, но результат считается по олимпийским видам. У вас олимпийский вид. Еще один зал спортивного комплекса «Олимпийский» был отдан под соревнования по спортивной гимнастике. Ну, хотя эти игры назывались юношескими, но именно турнир по гимнастике можно было отнести к самым масштабным стартам. Потому что, как вы сами знаете, особенно в женской спортивной гимнастике тон задают юные спортсменки. И было приятно видеть в судейском корпусе нашу землячку, директора детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Якутска, заслуженного тренера России Нину Красавину, которая была в числе арбитров столь престижного состязания. Вячеслав Гаврилович выпустил всего 4 книги. Сейчас у нас это дело стало очень значимым для всех. В Якутии это самая такая республика в России, регион в России, который выпускает очень большое количество книг. Каждый район, каждый город, село, даже школы, детские сады выпускают свои книги. Это у нас люди стараются сохранить память о своих предках, о своих современниках, о школах, детских садах даже, и выпускают книги. Я с 2006 года занимаюсь выпуском книг, и вот моя первая книга
Сунтар спорта, то есть спорт о моем родном районе. И вот здесь мы собрали все данные о спортсменах того времени, о тех, кто освещал спорт. Вот Вячеслав Гаврилович здесь тоже есть. Сын Вячеслава Гавриловича, Николай, он сам окончил исторический факультет, работал в основном в государственных структурах, учреждениях. И вот унаследовал от отца дар к писательству, да, это его первая книга «Ищите меня по остывшим следам». Это об одном из основоположников нашей Якутской республики, о Платоне Аюнском. И вот в этом году он выпустил книгу «Сын Монетного», это об известном якутском купце, меценате Монет Тахола. И вот когда говорят про отца, каждый человек, вот я говорю, где бы ты ни находился, ну, я не знаю, сколько раз можно загибать эти пальцы, по-моему, у него друзья были везде, на любом уровне, в любом месте, населенном пункте. Это абсолютно разные люди, и все они с большой уверенностью, как бы искренностью говорят о том, что они были друзьями моего отца. И как бы его имя, как бы его деятельность, его, ну, я не знаю, чистота, доброта, наверное, помогала, поскольку люди очень, как бы, ну, проецируют свое отношение раннее к моему отцу на меня. То есть считают, если я его кровь, то должен быть примерно таким же. То есть считается, что автоматически, как бы, я тоже являюсь их друзьями. Вот я сам собираю спортивную литературу. Работаю я сейчас в спортивном комплексе «Мадун». Это Центр национальных видов спорта. Мы пропагандируем и развиваем не только в Якутии, но и за ее пределами. И во всем мире. Знаете вид, да? Масс-рестлинг. Перетягивание палки. Я вот 20 с лишним лет работаю в этом направлении. Мы развиваем якутскую борьбу хапсагай, из которой вышел Александр Иванов. Якутские национальные виды. Есть очень хорошие настольные игры, да, хамская был. В спортивном комплексе «Мадун» у меня есть библиотека. Это единственная библиотека в спортивном комплексе. Не только в Якутии, наверное, но и в России. Мы собираемся продвигать вот якутское перетягивание палки в олимпийскую программу. В Якутии у нас сколько видов спорта? 100 с лишним видов спорта культивируется. И ваш вид спорта я очень хорошо знаю. Хотим сказать вам большое спасибо за такой интересный рассказ, за увлекательный разговор, за много фактов, которых мы раньше не знали о якутском спорте, о якутской журналистике спортивной. Вот. И, конечно, большое спасибо организаторам этой выставки за то, что нам удалось приобщиться, мне кажется, вообще к таким великим моментам якутской истории и вживую увидеть сегодня серебряного призера Олимпийских игр Александра Иванова. Я думаю, что для моих девочек это будет очень хорошей мотивацией для дальнейших тренировок и вообще для дальнейших спортивных их достижений. Самое главное, что мы сегодня услышали очень правильные слова, очень правильные наставления, которые я также надеюсь, что девочки себе взяли это все в голову и будут дальше с этими наставлениями идти, потому что действительно легких побед не бывает, и вообще ничего легкого не бывает в жизни. Нужно очень много прилагать усилий, очень много трудиться для того, чтобы все получилось. Спасибо вам большое еще раз. Было очень интересно. И я думаю, что выставка будет пользоваться большой популярностью. И еще много спортсменов придет и посетит, и посмотрит. Спасибо. Имена Дмитрия Петровича Коркина и Вячеслава Гавриловича Степанова не просто строки в истории. Это синонимы триумфа, упорства и абсолютной преданности своему делу. Легендарный тренер Коркин создал целую эпоху в якутской вольной борьбе. Его полувековой триумф мы будем отмечать в 2026 году. Воспитанники выдающегося мастера прославили Якутию на весь мир, а его наследие продолжает вдохновлять благодаря верным ученикам, энтузиастам и журналистам. Дело их жизни продолжает вдохновлять новые поколения. Татьяна Гоголева, выпускница прославленной Чурапчинской школы-интерната,
1970 года ежегодно организует выставку, посвященную наследию прославленного тренера и учителя. А Владислав Коротов, в свою очередь, бережно хранит память о выдающемся журналисте и спортивном комментаторе Вячеславе Степанове. Его слова и голос, звучавшие над стадионами, продолжают жить в наших сердцах. Он, оказывается, почти наш земляк. Откуда, Игорь? Я из Омска. Конечно, ему до Якутска доехать далеко, поэтому мы решили свою встречу отметить именно почти на главной площади нашей России – армрестлинг. Вы никогда, мои земляки, не видели меня за этим столом, но в Москве удержаться невозможно. Спортивный комплекс «Олимпийский». Вот так, быстро, незаметно, стремительно летят дни, когда проходит событие яркое, весомое, зрелищное, неповторимое. И вот мы с ребятами также не заметили, как проскочили эти 10 дней, когда мы были свидетелями столь увлекательных стартов, очень зрелищной, многогранной культурной программы. Вот гаснет огонь игр. А мне вспоминаются слова песни 80-го года. «Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах». Так будет и с этими играми.